Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял вице-президента Европейской комиссии. Туркменистан увеличит парк морских судов. В Ашхабаде вновь покажут мюзикл «Гринч» и другие новости. Состоялась встреча президента Сердара Бердымухамедова с вице-президентом Европейской комиссии. В ходе встречи глава государства выразил уверенность, что визит послужит хорошей возможностью для проведения плодотворных переговоров, обсуждения возможностей и перспектив сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. В Риме состоялась встреча посла Туркменистана Тоэли Комекова и заместителя министра иностранных дел Италии Эдмондо Черриелли. На встрече рассматривались шаги по укреплению взаимодействия в рамках международных организаций и углублению отношений в научно-культурной и торгово-экономической сферах. В Туркменистане намечается прием новых судов, построенных на судостроительной верфи «Балкан», расположенной на территории международного морского порта Туркменбаши. При этом упор делается на востребованные временем суда-снабженцы, транспортно-буксирные суда, обслуживающие увеличивающиеся в размерах площади морской нефти и газодобычи. 28 января в Ашхабаде на сцене культурного центра нефтегазового комплекса Туркменистана по многочисленным просьбам горожан вновь будет показан мюзикл «Гринч». Мюзикл начнется в 19:00. По вопросам приобретения билетов можно обращаться по телефонам на ваших экранах. В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась 5-я отборочная игра 3-го сезона интеллектуального конкурса «Юные вестники мира». Темой очередного этапа стали международные отношения и внешняя политика государства Гаджаров. В игре приняли участие 8 старшеклассников из разных регионов Туркменистана, планирующих связать свое будущее с дипломатической карьерой. По итогам состязаний победителями стали Гулаим Бакыева и Сейтмухамед Гурбангельдыев. Французский бренд Louis Vuitton представил новую модель сумки, предназначенную для сэндвичей. Аксессуар выполнен из кожи и имеет форму прямоугольника. Стоимость сумки составляет $3000. Клатч был впервые выставлен на продажу во временном магазине бренда в Западном Голливуде. В Абу-Даби был подписан протокол между правительствами Узбекистана и ОАЭ о взаимном освобождении от визовых требований. Согласно протоколу, граждане Узбекистана могут посещать ОАЭ без визы на срок до 30 дней. Для въезда в страну им необходимо иметь действующий загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок предполагаемого пребывания в ОАЭ не менее чем на 6 месяцев. Сборная Туркменистана по теннису среди юниоров до 14 лет блестяще выступила на чемпионате Центральной и Западной Азии в городе Маскат, завоевав 2 золотые и 4 серебряные медали. Команда заняла 2-е место в общем зачете и получила путевку на чемпионат Азии. Главными героями турнира стали действующая чемпионка Туркменистана Илима Гусейнова, завоевавшая 2 золота в одиночном разряде, и Айлара Какабаева. Вместе девушки завоевали 4 серебра в парном разряде. Футболисты сборной Катара одержали победу над командой Таджикистана в рамках группового этапа Кубка Азии. Матч проходил на стадионе Аль-Байт и завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 17-й минуте забил нападающий катарской сборной Акрам Афиф. Благодаря этой победе Катар набрал 6 очков и гарантировал себе выход в стадию плей-офф турнира. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.